Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Якутия Лайв. Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. За последние годы за якутским кинематографом закрепилась слава культурного феномена России. Однако, несмотря на высокую оценку критиков и признание профессионалов, в широком прокате якутских фильмов пока очень мало. Тема сегодняшнего выпуска – будущее якутского кино. Покорение российского проката, мировое господство или стагнация. 2020 год, несмотря на все трудности, ознаменовался для якутского кинематографа настоящим прорывом. Пожалуй, самым ярким событием стало вручение Гран-при Кинотавра фильму «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Якутское кино впервые на Кинотавре и сразу Что эта победа значит для российского кинематографа и как повлияет на развитие якутского кино, спросим у известного кинокритика, главного редактора популярного журнала «Искусство кино» Антона Долина. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Своими рецензиями и статьями вы открыли буквально один из открывателей якутского чуда, якутского кино для московской публики. Фильм «Чудо», даже слишком необычный и талантливый. Вот так вы охарактеризовали фильм «Пугало». Расскажите, пожалуйста, что изменилось для якутского кинематографа с победой этой картины на фестивале? Ну, на самом деле, мы сейчас проживаем очень странный период, и в течение этого периода все процессы замедлились. Поэтому, я думаю, не изменилось, а изменится. То есть, по факту, изменилось то, что сейчас, после победы на Кинотавре, якутское кино – это не какой-то экзотический цветок, который цветет только на крайнем севере. Это часть российской киноиндустрии, это часть российского киноискусства, причем не какая-то маргинальная, а самое что ни на есть центральная. Потому что я напомню, что фильм наградили и критики, и фильм наградило основное жюри. То есть две разные инстанции сошлись в одном. Фильм «Пугало» лучший. И, конечно, я совершенно не считаю, что «Пугало» — это картина, которая на 10 голов выше всего якутского кино. Якутский кинематограф и раньше производил замечательные картины, и они побеждали на фестивалях, в частности, на Московском фестивале. Вот. И с моей точки зрения, вот этот прорыв победы на Кинотавре может привести к тому, что якутское кино, во-первых, чаще будет появляться на международных экранах, в том числе через фестивали. До сих пор это случалось довольно редко. И, во-вторых, это тоже очень важно, должен произойти, не знаю, прорыв или нет, но какое-то прокатное событие. Мы, журнал «Искусство кино», не будучи прокатчиками, взялись вместе с известными независимыми прокатчиками «Профвзгляд» поддерживать прокат фильма «Пугало» в феврале. Он выйдет по всей России. Я понимаю, что это не будет суперхитом, но для арт-фильма, для фильма-победителя фестиваля и не нужны какие-то многомиллионные сборы или публика. Нужно, чтобы люди, которым интересно узнать, что якутское кино, смогли увидеть его в кинотеатре на большом экране, и это произойдет. И это такое начало новой жизни якутского кино, что ли. Надеюсь, оно случится. Слушайте, очень круто. То есть можно будет не только в Якутске, в кинотеатре и не только в Москве, да, потому что раньше якутские фильмы выходили, бывало, в ограниченный прокат, но это чаще всего была Якутск, Москва, и не считая фестивалей. Вот мы надеемся, что это будут все крупные города, потому что интерес очень большой. Понятно, что он большой, но локальный. Это те залы, которые отваживаются показывать что-то сверх голливудских блокбастеров и российских блокбастеров. Вот это два главных сегмента, которые заполняют экраны по всей стране. И есть те кинотеатры, они есть везде, даже в маленьких самых городках, которые отваживаются показывать русский артхаус, азиатское кино, европейское кино. Я думаю, что якутское кино встроится в эту совсем не позорную линию. Спасибо, Антон. Еще такой вопрос, что несмотря на положительные отзывы критиков о фильме «Пугало», до этого о фильме «Царь-птица», до этого о фильме «Надо мной солнце не садится», да, это все-таки картины для искушенного зрителя. И если мы говорим о прокате, вы сейчас говорили, опять же, об каком-то ограниченном прокате. А стоит ли, на ваш взгляд, вообще якутскому кино стремиться в массовый прокат? И чему нужно научиться, чтобы выйти на такой уровень общероссийский?
Вы знаете, ну для этого нужно, мне кажется, немножко повысить уровень технического профессионализма. И это совсем несложная выполнимая задача, хотя она требует чуть больших бюджетов тоже, но чуть больше. А, Здесь главный затык в том, чему надо научиться публике. Публика в России очень консервативна, и она, кроме голливудского кино и российского большого кино, особенно никаких других форм не знает. Ну, широкая публика, я имею в виду. То есть, например, я не помню, чтобы у нас широко шел какой-нибудь китайский фильм. Вот просто коммерческий фильм. Там очень много есть. Боевиков, исторических картин, мелодрам. В самых разных жанрах. Но нет, у нас никто их не знает. У нас на самом деле даже трудно на большой экран выпустить фильм с Джеки Чаном, хотя, казалось бы, вроде бы все население страны его знает и любит. А когда вы последний раз видели большой французский фильм на широких экранах? Вот не артхаус, не отдельные кинотеатры, а чтобы вся страна смотрела. А немецкий, итальянский фильм, хотя вроде бы были годы, когда у нас вся страна смотрела итальянские или французские картины, и тем не менее это абсолютно ушло. Поэтому я думаю, боюсь, что якутское кино, у которого свой акцент, свой язык, киноязык и просто якутский язык, совершенно другие, неузнаваемые для широкого российского зрителя лица, он все равно воспринимается как иностранный, он воспринимается, ну не знаю, как воспринимается корейский кинематограф. То есть с уважением, но дистанцией. И как эту дистанцию взять и преодолеть, боюсь, что она преодолевается в головах зрителей, а не внутри самих фильмов якутских, которые и так, по-моему, очень хороши. Ага, ну по такой логике тогда якутским кинематографистам стоит стремиться в широкий прокат в Казахстане, например. Совершенно с этим согласен. Мне кажется, что, хотя я хуже знаю прокатную ситуацию в среднеазиатских республиках, мне кажется, что Казахстан, Киргизия, не знаю, Монголия, может быть, даже с большим пониманием отнесутся к якутскому кино, чем широкая Россия. Но в широкой России этих любителей тоже будет достаточно много, не сомневайтесь. Просто недостаточно много для того, чтобы эти фильмы сражались с «Союзом спасения» или там с «Холопом» на равных, понимаете, с такими большими блокбастерами. Дело в том, что вот тут есть одна проблема. В России не существует сегмента арт-мейнстрима. То есть арт-кино, которое смотрит очень много людей. У нас такие фильмы бывают 1 или 2 раза в году, а иногда вообще ни разу. Вот. То есть между артхаусом и фестивальным кино и большими блокбастерами, в общем-то, зияет большая пропасть. И эту пропасть надо постепенно заполнять, и я не вижу причин, почему бы якутскому кинематографу не принять участие в заполнении этой пропасти. Спасибо большое, Антон, за ответы и за то, что согласились уделить нам время. Спасибо. Феномен якутского кино появился благодаря талантливым режиссерам и продюсерам. Сегодня с нами на связи режиссер, победившего на кинотавре «Пугало» Дмитрий Давыдов, Марианна Скребыкина, яркий, талантливый, идейный продюсер якутского кино, который активно и успешно продвигает свои картины, в том числе и за рубежом, и Владимир Мункуев, режиссер-сценарист, который один из первых стал снимать якутское кино уже в Центральной России. Здравствуйте, уважаемые гости. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что уже в скором времени мы увидим много якутских фильмов в общероссийском прокате, и вообще стоит ли нам туда стремиться? Дмитрий? Я думаю, что в общероссийском прокате якутское кино мы в большом формате не увидим. Ну, потому что, во-первых, мы делаем кино для рынка своего. То есть мы, наверное, не так интересны российскому такому широкому зрителю. Ага, в том числе это связано и с национальными особенностями. Да? Вот мы до этого разговаривали с Антоном Долиным, и он сказал, что все-таки якутское кино из-за якутских лиц воспринимается как иностранное немножко. Да, и я думаю, что российский зритель не очень любит читать субтитры. Все-таки он просит дубляж, а каждое якутское кино переводить, это, я думаю, смысла нет. Марианна, а вы как считаете? Ну, если, например, увеличивать бюджет фильмов и очень
внимательно отнестись к внутренней составляющей фильма, то я думаю, в принципе, есть шансы, конечно же, выйти на российский прокат, но на сегодняшний день, снимая на такие маленькие деньги, очень мало шансов, конечно же. В целом, насчет якутского кино говорю, а так, я согласна с Дмитрием, да, будут какие-то выстрелы, будут какие-то разовые проекты, те проекты, которые заранее ориентированы на более широкий нелокальный прокат. Ну вот ты же одна из первых с фильмом «Мой убийца», то есть ты его специально переназвала, да, для российского проката. Как вот на этом примере, какие выводы можно сделать? Ну, я сейчас вообще буду выходить в сечи на российский прокат. Ну, не только на российский, но и на мировой прокат. Поэтому я могу сказать, что для меня это был опыт, конечно, «Мой убийца», первая ласточка. И сейчас, ну, как бы я бы хотела сказать, что есть самоцель выход на российский прокат. Ну, для меня, по крайней мере. Вот. Так, ну и, Владимир, теперь вам тот же вопрос. Ну, я думаю, не только российские, но и мировой нужен. Как, в принципе, и любому кино. Всегда нужно к чему-то стремиться. Шансов мало, потому что у нас фильмов мало. Фильмы, которые, ну, будут затрагивать темы общепонятные для мира, условно. Но, надеюсь, что-нибудь да у нас получится. В целом, я согласен, конечно, с ребятами. Пока ничего не предвещает какого-то большой экспансии якутского кино. Будут точечные выстрелы. Количество же, когда переходит в качество, да, то есть мы же увидели, что у нас еще там 20 лет назад фильмы, ну, снимались буквально на коленке, да, а сейчас уже, ну, действительно выходят в прокат, ну, ограниченные, ну, там, побеждают на фестивалях. То есть количество перешло в качество, да, и как-то процесс дальше будет идти, наверное. Ну, я думаю, все-таки тут системная работа нужна, понимаете? Если будет поддержка именно с правительства, так как в любое развитие кинематографа любой страны возьмите, будь то тайваньский кинематограф, который мне очень нравится, который я всегда привожу в пример, либо будь то американская история Голливуда, да, всегда они в пару идут с поддержкой госаппарата. В нашем случае исполнительной власти. То есть, если будет целесообразное внедрение каких-то средств, поддержки, конкурсов и прочее, то, конечно же, никуда не деться от развития в целом. И в качественном, и в количественном отношениях, это, как говорится. Вот. Слушайте, ну, может быть, и в мировой прокат действительно будет проще, чем вообще российский. Для того, чтобы вести переговоры, надо иметь хорошую продукцию, во-первых, потому что сегодняшним, например, с 3-5-миллионным фильмом переговаривать, я думаю, смысла нет, конечно, потому что там люди очень изощренные, и ну, это же профессионалы, которые отбирают хорошие фильмы со всего мира. И для того, чтобы быть конкурентоспособным, надо снимать на соответствующем уровне. Вот. Несмотря на успехи, якутский кинематограф еще достаточно молод, а значит, есть чему учиться. Что нужно сейчас якутскому кино, чтобы стать общероссийским брендом и выйти на международный уровень? Дмитрий? Не знаю, у меня большой вопрос вообще, а почему мы стремимся к общероссийскому бренду, там, выходить на общероссийский уровень? Не знаю, почему все хотят от нас этого. Нет, у меня нет понятия там именно для Якутии. У меня есть понятие зритель. Вот, мне не важно, где этот зритель живет, на каком языке разговаривает, как выглядит. Вот зритель. Вот, я снимаю для зрителя. Я понимаю то, что в моем формате все равно мое кино для зрителя дойдет, например. Как и мои ранние фильмы, да, и в интернете все равно и на фестивальных площадках зритель увидит. Чтобы выходить на общероссийский прокат, вот, ну, понимаете, у нас бюджеты, конечно, смешные. Мы сейчас не можем просто, да, у нас бюджет проката должен быть там 25-40 миллионов, чтобы вот, это чисто бюджет проката. А у нас бюджет производства там в 2-5 миллионов, да, ну, поэтому, не знаю, в ближайшие 5-6 лет, не знаю, пока вот не изменится позиция правительства,
У нас, не знаю, смысла даже мечтать нет там выходить. Ну, вот я сейчас смотрю, вот мы втроем обсуждаем вот эти все проблемы, а мне кажется, все происходит правильно. Сейчас, насколько я знаю, что и у Димы, что и у Марианы, вот эта наша ситуация в якутском кино, она нас заставляет крутиться, вертеться и в первую очередь находить уже какие-то средства со стороны. Выходить на другие рынки, работать с другими дистрибьюторами, причем это мы делаем сами без участия государства. И мне кажется, это нормальный, естественный процесс. Ну, как бы, голь на выдумку хитра, как говорят. Мне кажется, это абсолютно про нас. Вот недавнее прошлое, как кино якутское только начиналось, это начиналось больше как какие-то маленькие бизнес-проекты. Ну, кто-то вложил там немного денег, и тут вдруг это отбилось в местном прокате. Стало тогда это удивительно, что на этом можно зарабатывать и как-то выживать. Но все это, мне кажется, очень местечково. То есть мы уперлись в какой-то потолок именно бюджетный по сборам. Ну, условно, я не знаю, наверное, можно представить, что это 20 миллионов рублей по всей республике. Может, какой-нибудь якутский фильм вдруг собрать. 20 миллионов рублей – это абсолютно небольшие суммы для мирового проката. И с такими бюджетами мы не можем выйти дальше. Абсолютно согласен с ребятами. Поэтому у нас, наверное, нужно придумать какой-то свой особенный путь, экспериментировать, как-то делать все это по-другому. Держаться на одних камерных драмах можно, но хочется чего-то интересного и другого попробовать. Пока время такое, пока так выживаем. То есть, действительно, то есть якутская картина, получается, в прокате может собрать там максимум условных 20 миллионов, и тогда в нее, ну, не имеет смысла как бы вкладывать больше 10, грубо говоря, да, 5. Ну да, у нас же вдруг не станет плюс миллион жителей республики, плюс 3 миллиона. Людей больше не становится. Мариан, ну, не знаю, можно ли спрашивать про бюджет, но, по-моему, у тебя вот у моего убийцы был достаточно большой бюджет для якутского фильма. И вот твой сейчас проект «Ичи», он тоже, ну, бюджет там не 5 миллионов. Ну, 26 миллионов, да. И ты понимаешь, что ты эти 26 миллионов, ну, только на Якутии не вернешь, да? Вот мы как только что поговорили. Да, поэтому я хочу сказать, в феврале этого года мы участвовали на берлинском кинорынке EFM, где состоялась, собственно говоря, маркет-премьера фильма «Ичи». Мы набили полный зал. Байеров, сейлс-агентов, фестивальных отборщиков. И после просмотра фильма мы до сих пор ведем переговоры с несколькими. И вот совершенно недавно завершился American Film Market, который в этом году прошел онлайн, где мы также участвовали и жили в американском режиме. И могу точно сказать, что до конца года я точно выберу одного из, или, возможно, даже нескольких дистрибьюторов, которые будут прокатывать фильм по миру. Это хорошая новость. А где он? Кто? Ичи. Вот. А по России пока, да, я веду переговоры, я точно не могу сказать дату выхода фильма. Также из-за коронавируса, конечно же, мы очень сильно сдвинулись, и это не только мы, а весь мир, поэтому это очень сильно пока под неопределенностью стоит, но точно могу сказать, что фильм «Ичи» выйдет первым в мировой прокат. Тогда действительно нам не стоит ориентироваться на российский рынок, а сразу делать ставку на зарубежье. Как я так понимаю, Мариан, ты так и делаешь, да? Ну, понимаете, я сделала продукт, который действительно понравился другим дистрибьюторам. Это американский, европейский, всяко разные. Я просто имею в виду, если у тебя качественный будет продукт, который будет соответствовать всем требованиям, я думаю, можно хоть как выходить. Но тогда мы сошлись, получается, на том, что российский прокат сам собой, а нужно делать ставку на весь мир, действительно, да? Вот про это. Да,
принципе, ну, как бы не весь мир, это правильно то, что сказал Дима. Надо ориентироваться в первую очередь на зрителя. Как он живет, на каком языке говорит. Нужно просто создавать интересный продукт. Ну, на наш взгляд. Мы же как, ну, мы просто ремесленники, мы создаем что-то, что нам покажется интересным. Если у этого найдутся зрители, почему нет? Якутия может гордиться талантливыми режиссерами и продюсерами и рассчитывать на большое будущее в киномире. Это помогли нам выяснить наши гости. При этом сами кинематографисты отмечают, что да, есть проблемы и для роста нужна поддержка. В этом году впервые правительство республики выделит денежные субсидии на укрепление национального кинопроизводства. Кому, как и на что можно получать денежную помощь и окажется ли эта помощь действительно эффективной? Узнаем у министра культуры республики Юрия Куприянова. Юрий Степанович, здрасте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, почему правительство решило поддержать киноиндустрию и кто и как сможет получить эту поддержку? Я уверен, что все жители республики, которые интересуются якутским кино, следят за событиями, нашими достижениями наших режиссеров и те, которые всегда часто радуют нас победами во многих российских и международных фестивалях. Кино в республике развивалось. Для того, чтобы сегодня и в условиях пандемии, которая сложилась в проходящий год, правительству республики пришлось немало поработать. Но прежде всего хотелось бы поблагодарить главу нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Настоятельное его требование поддерживать кино в любых условиях послужило причиной того, что мы вот буквально недавно объявили конкурс. С резервного фонда дополнительно выделили Министерству культуры 20 миллионов рублей на проведение, после, наверное, перерыва 2017 года, впервые питчинга на производство, постпродакшн и поддержку нашего якутского кино. Конкурс объявлен, условия размещены у нас на сайте Министерства культуры. Во многих средствах массовой информации мы провели информирование. И сегодня уже 7 заявок от конкурсантов поступили. Конкурс он широкий, он достаточно долго обсуждался, по каким параметрам должен пройти. Там есть и классика якутского, но есть свои требования внутреннего характера, якутской литературы, есть анимационное кино, авторское кино, дебютное кино, документальное кино, детское кино. По всем номинациям, постараемся провести первый питчинг. Документы собираем до 8 декабря этого года. Комиссия у нас достаточно большая. Это не только работники Министерства культуры, это возглавляет комиссию заместитель председателя правительства по должности. Входят туда ряд наших режиссеров, работников и Сахафильма, и других, того состава, имена которые знакомы всем нам, якутянам. Государственные учреждения в конкурсе, например, как Сахафильм, они не участвуют в конкурсе. Фильм как раз проводится для тех наших режиссеров, для тех студий, которые самостоятельно по своей инициативе работают в развитии нашего якутского кино. Юрий Степанович, мы до вас разговаривали с кинематографистами, и одной из проблем они назвали нехватку кадров. Думает ли министерство что-то в этом направлении делать? Может быть, какой-то заказ сформировать на подготовку специалистов, которых здесь нет? Да, согласен. Это не только министерство. Опять-таки мы сошлемся, что Айсен Сергеевич нашел в свое время определенное, и время, и момент, подготовленный для того, чтобы рассмотреть, сложить ряд всех вопросов. И более того, кинематографисты, которые сегодня работают в стезе, обращались по этому поводу. Есть сегодня поручение главы нашей республики, согласно которому мы работаем совместно с Арктическим государственным институтом по созданию кафедры, тех, которые будут готовить у нас здесь, в Якутии, будущих наших кинорежиссеров и людей, которые будут работать в сфере кино. Более того, студиями, которые работают в Москве, всеми известными, наши выпускники же сегодня и работают в наших компаниях, в основном в Сахафильме, это выпускники всех всероссийских центров, где готовят будущих кинорежиссеров или людей современного кино. Да, это направление востребовано, оно будет обязательно выдержано. Я уверен, что мы найдем, этапы уже подготовки. Мы там 1-2 человека только по квотам готовим в Москве, а сейчас, возможно, расширим такую возможность для того, чтобы у нас уже появился
ряд людей, которые сами способны передавать свой опыт и уже участвовать в обучении нового поколения якутского кинематографа. Спасибо, Юрий Степанович. Скажите, пожалуйста, а вот если вернуться к субсидиям, вы сказали 20 миллионов, а раньше говорилось, ну, насколько я помню, по СМИ звучала цифра 80 миллионов. Там вот что произошло? Да, действительно, по поручению главы в целом мы на развитие направления кино в бюджете предусматриваем 80 миллионов рублей. В этом году мы провели, ну, туда входит еще ряд других мероприятий, которые, ну, это является суммой всех направлений. Якутский кинофестиваль, 6-й, начало 2020 года мы провели этот фестиваль в режиме онлайн получился. Но тем не менее его провели 6-й раз. Мы его планируем проводить дальше. Более того, по поручению Юрия Петровича Трутнева и по соглашению к столетию мы часть этих денег предусматриваем на производство документального кино, которое готовится по серии столетия, навстречу столетию нашей республики. То есть общая сумма направлений кино в 80 миллионов состоит она из разных направлений расходов. Уверен, что по настоятельному поручению главы в этом году мы 20 из-за пандемии получилась небольшая сумма. В следующем году обязательная сумма 80 будет предусмотрена у нас в бюджете. В 2021 году мы тоже проведем уже с опытом этого года новый этап проведения питчинга. Я думаю, что сумма там не 20 миллионов будет, она будет намного больше, где-то 50 миллионов будет предусмотрено, думаю, на проведение питчинга в 2021 году. Спасибо, Юрий Степанович. Ждем результатов объявления конкурса. И я напоминаю кинематографистам, что подать заявку на субсидию можно до 8 декабря. Надеемся, что поддержку получат перспективные проекты, которые смогут покорить как отечественного, так и зарубежного зрителя. Якутское кино действительно на пике развития. С нами на связи Кристиан Фрай и Максим Арбугаев. Я напомню, что их совместная работа, фильм «Генезис 2.0», стал призером фестиваля независимого кино «Санденс», одного из самых престижных фестивалей во всем мире. Максим, Кристиан, здравствуйте. Hello. Hello. What is Расскажите, пожалуйста, в чем же магия Якутии и якутского кино? Если вы спросите меня, в чем магия и успех нашего совместного швейцарско-якутского фильма «Genesis 2.0», я отвечу следующее. Прежде всего, мы сыграли на контрасте. В фильме показаны два совершенно разных мира. Первый мир — Новосибирских островов. Снять его удалось благодаря моему партнеру, невероятно талантливому якутскому режиссеру Максиму Арбугаеву. Он расскажет вам подробнее об этом. Очень интересная история происходила также в лабораториях южнокорейских ученых, которые хотели клонировать мамонта. В этом совместно якутском швейцарском проекте нам удалось соединить элементы таких известных фильмов, как «Безумный Макс» и «Парк юрского периода». Это настоящая магия Якутии. Наш фильм начинается с захватывающих кадров. Ты встречаешь потрясающих людей. И это все происходит на краю света, в Новосибирских островах. Для европейцев эти кадры — нечто просто невероятное. Вы, жители Якутии, конечно, воспринимаете Новосибирские острова как нечто само собой разумеющееся. Ну а для нас и остального мира это настоящее открытие. А потом ты видишь этих необычных людей, добытчиков бивней мамонта, и сначала не понимаешь, что же они делают. Эти кадры были сняты Максимом, и они просто прекрасны. Потом добытчики садятся на свои снегоходы, и вот это словно кадры из фильма «Безумный Макс». Ну а находка прекрасно сохранившихся останков мамонта для западного зрителя вообще нечто невероятное. Успех нашего фильма стал возможным благодаря тому, что к якутской истории добавился эксперимент южнокорейских ученых по клонированию мамонта, так скажем, элемент из парка юрского периода. Думаю, Максим может больше рассказать о нашем совместном проекте. Пожалуйста, дайте пару советов якутским режиссерам. Какие форматы и темы популярны сейчас на Западе? То, что можно посоветовать, я думаю, здесь в первую очередь нужно именно любить кино и любить документальное кино. Это сложный, так сказать, жанр, да, именно документалистика. В первую очередь, я думаю, что темы, которые выбирает режиссер, они должны быть очень близкие именно к самому режиссеру. И на самом деле
Якутия очень большая, и там очень много интересных историй. Это постоянный поиск для режиссера, искать свою тему, та, которая в первую очередь волнует его. Я сам родился в поселке Тикси в Булунском районе, и отправившись туда, для меня было важно показать мою республику, мои земли родные с правильной стороны, с любовью. И я думаю, что это одно из основных. Нужно любить свою идею, любить своих героев и команду, которая работает с тобой. Кристиан, а что же делает Якутию особенной для западного зрителя? Для меня, как и для любого зарубежного зрителя, Якутия — это прежде всего мир экзотики. И я смог понять Якутию именно благодаря Максиму. Как режиссер, я уверен на 100%, что без глубокого понимания темы хороший фильм не снимешь. Для меня Максим стал ключом к успеху. У нас в фильме также были прекрасные герои. Так, например, яркие, интересные Петр и Семен Григорьевы, жители Якутии. Их, к сожалению, уже нет живых. Также были прекрасные южнокорейские ученые, коллеги из США. По-настоящему интересные и яркие герои — это основа хорошего кино. В Якутии интересных персонажей очень много. Во многом именно благодаря этому наш фильм «Генезис 2.0» и добился успеха. Спасибо, что согласились уделить нам время. Thank you very much. Bye. Все. Спасибо большое. Да. 2020 год оказался кризисным для мировой киноиндустрии. Закрытые кинотеатры, съемки с перерывами на локдаун. О том, как чувствует себя европейский кинематограф, нам расскажет известный немецкий оператор Филипп Бабен-дер-Эрде. Филипп приезжал в Якутию несколько лет назад с показом своего фильма. Hello, Филипп? Hello. Филипп, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как пандемия повлияла на европейское кино? Я считаю, что пандемия сильно повлияла на мир кино. При этом эффект совершенно разный. С одной стороны, коммерческое кино, конечно же, пострадало от отсутствия показов в кинотеатрах. Но у него очень много фанатов в Европе, и крупные компании продолжают для них снимать. Хотя, раз в кинотеатрах никого нет, значит, у кинопроизводителей нет выручки. При этом, на мой взгляд, сильнее всего пострадало именно авторское кино. Даже до пандемии это кино не пользовалось особой популярностью у зрителя. А сейчас тем более у производителей нет возможности заработать хотя бы минимум. Дайте, пожалуйста, несколько советов работникам якутского кино. Да, конечно. Я советую работникам киноиндустрии продолжать работать над своими проектами, все делать на отлично и готовиться к окончанию пандемии, чтобы начать активно снимать. Я понимаю, что у всех есть финансовые трудности, но давайте держаться, быть вместе, и, может быть, мы могли бы как-то помочь из Европы. Thank you very much. You're welcome. Якутское кино, яркое и самобытное, переживает непростые времена. Пандемия сильно ударила по всей отрасли. При этом талантливые режиссеры и продюсеры продолжают снимать отличное кино, побеждают на престижных фестивалях. Следующий шаг для якутского кинематографа – выход в общероссийский прокат и на мировую арену. Для успешной реализации этих задач необходима помощь региональной и федеральной власти, развитие кадрового потенциала республики, а также вдохновение, которого у наших режиссеров хоть отбавляй. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. До свидания.